Ну что ж, с начала 4-го дня пути спускаюсь по улице Мусы-Джалиля в Апастово. Вот. Ночевал рядом с мечетью, пригласили меня в гости. Ветер обдувает, в 6 утра выехал, поел, попил. Спасибо Расиму, Расим, если смотришь. Так что приезжайте в Апастово, это 100% можно устроить. Ага, табак Черки, где-то я видел это название, Черки точно уж. Итак, окончательно выехал из Апастова. Казалось бы 6:30, а уже КамАЗы летают, машины летают. Куда она ведет, эта трасса, непонятно. Ближайшее, что я знаю, это Каратун деревня. Вау, тоже нифиговые просторы. Там уже где-то близ Казани, я бы сказал. Хвойный лес. Кстати, птицы не поют, как-то странно. Пока, кстати, ветра нет. Дорога, она хорошая, все. Вот такая бочина не нравится. Если я на скорость сюда вылечу, нафиг упаду. Потом движение очень интенсивное. Сейчас КамАЗ очень близко проехал. Вот. Уже вот 6-7, наверное, километр проехал. Тайбанер спешит на работу. На таком вот огромном комбайне. Очень много сельхоз, в общем, техники, КамАЗов. 12 километров по этой трассе прошел, ну 9 точнее, наверное, по ней. Дальше 20-30 по другой будет, может больше даже. Ну, черное поле. Все. Так, это куда я? Ага, на север. Я теперь на север еду. Ну, как раз в сторону Свияжска погнали. Так, еду вот по такой плоской красивой дороге. Среди посадок, полей и вдоль железной дороги. Замечательно, машин почти нет. Вот. Качусь себе, качусь. А этот трактор спахивает землю. Югоры Индокчи, верхняя Индокчи. Всегда что-то последние дни, когда едешь, вот длинные походы, жара, ну с ночевкой, всегда. И пеший, и вело, всегда жара. Поехал в верхние Югоры, блин, тут такой спуск огромный был, подъем с них. Он еще даже продолжается. Могу сказать, что до этого 3 дня я в 7:30 только стартовал, 7:40, вот как сейчас. А сейчас уже 20 километров за плечами. И дистанция чуть меньше нужна, не 120, там, не 130, а ну, в районе 99. Местечко какое-то. Святое, не знаю, может родник. Нет, это, наверное, не святое место мусульман. Монетки на счастливую дорогу, скорее всего, сюда кладут. Блин, монеток-то и нет. Уланово 41 километр, от Каратуна отъехал 9 километров. Каратун, черная ночь, что ли. Езжу
с одного сельского поселения в другое. Сад Ламышское. Тут хотя бы растительности побольше. Вот. Все зелено. Поселок 7 ключей. Да, в Апастово и правда везде ключи. Можно его назвать ключевым районом. Вот. Несколько поселков, где не поезжаешь, везде ключи. Реки особо нет никакой. Вот. Проехал 11 километров, не вставая с седла. Была плохая дорога, в районе 6 километров, наверное, 5. Еле справился. Сейчас вот новый участок. Плюс подъемы, плюс жара. То есть все накладывается. Я уже после 30 километров в районный. Не знаю кто. Тут вон целый отель какой-то по ремонту дороги, да. Вот все капают, глину возят. И разметка вот такая вот оранжевая, прикольная. Мне больше нравится, чем белая. Ну, белая, наверное, практичнее. Да, я походу в историческое место попал. Тут вот трассу М12, по-моему, прикладывают. Мост через Волгу, и вот эта дорога, ее уже готовят вовсю. Тут через железнодорожный переезд, ну и так далее. Вот уже развязочку сделали местного значения. То есть работа кипит мощная. Ну, из таких постоянных проблем стало то, что багажник то ли откручивается, то ли резьба сорвалась. Вот и сейчас, к примеру. Хорошо, что ничего не попало в колесо. Сейчас бы я встал тут 2 минуты и устранил, в принципе, все. Это от тряски постоянно. Сейчас поеду и буду заезжать в Кайбицкий район. Это 7-й на моем пути район уже. В Кайбицком районе красивые вывески. Сельское поселение, тут. Такой зеленый, красиво обрамленный. То есть постарались. В других районах тоже у каждого свое. Здесь сразу бросается в глаза. Имелебуртас. Первое село в Кайбицком районе, очень живописное. Во-первых, стоит в такой красивой местности со всех сторон. Ну, равнина сначала, потом вот такие вот возвышенности. Ну, если это можно так назвать. Потом тоже, опять же, татарские дома. Неплохо, неплохо. Один из крупных населенных пунктов Кайбицкого района, как я понимаю. Тоже посмотрите, как здесь красиво. Ушел от основного потока машин, на Казань трасса, выйдет на Казанскую основную дорогу, и повернул в Бурундуках. Протекает здесь речка Бирля называется. Ну, такая нормальная Бирля. И вон сверху огромные плотвицы стоят, там 2 штуки, 3, 4, 5, 6. Вот сюда можно поехать порыбачить так-то.
Поехал в очередной разъезд. Попал в очередную сельскую местность. Поля, деревня. Ну, виды красивые. Вон там вот возвышенность огромная. Все, я вдоль нее еду. Ну, скорее всего, где-то придется переехать. Надо потом посмотреть, что это за возвышенность такая. Здесь небольшая. Метров это 200 высотой. Выделяется на фоне других равнин. Уже, считай, 50-ку отмотал. Надо покушать где-то. Сейчас. Шашлыма, по-моему, поселок. Хочу сказать на прощание к Айбисскому району. Этот район меня в положительную сторону просто привел. Дороги хорошие, вывески яркие. Села нетипичные, видно, что народ туда любил. Вот, очень даже понравился. Туда бы я как бы на рыбалку, наверное, даже приехал. И вот эта вот буферная зона между районами, никто дорогу так и не делает, только латает. Ну и я попадаю в Зеленодольский район. Это значит, что Казань близко. Ну и вот видите, сосны пошли, все сразу изменилось. Меня перед обедом ждет подъемище на 100, по-моему, метров. А где? Вот туда, что ли? Да, походу туда. Сейчас я разворачиваюсь, заезжаю за этот лес. Вот так вот. С Татарской из Леева попадаю. И потом вот подъемище, и я в Нурлатах. А в Нурлатах как раз встречу обед, и может быть там есть какая кафе. Достопримечательный объект, мост через реку Клубня. Какое-то здание старинное, ну советское, написано «Мир». Подсолнухи действительно к солнцу смотрят лицом. Сейчас этот спуск преодолею, и будет вот такой подъемище. Таких часто в Башкирии я видел. Иногда умирал на них прямо. Ну реально, не мог забраться. На Урале то же самое. Едешь, не кончается. Ну а потом спуск зато. Со скоростью 60-70 км в час летишь. Вот. Блин, до чего красивый уголок вот именно этой части. Привет, Татарская Зелеева. Испытает она меня сейчас вот такими вот холмами, блин. Сходу просто бабах. Можно сказать, преодолел самый крутой подъем. То есть здесь вот так серпантином надо забираться, не надо тупо в гору. Вариант толкать еще есть, конечно, велосипед. Но я хотел сам забраться. По 60 время обеда. Ну где обедать, на жаре не хочу. Поэтому буду спускаться в Нурлаты.
приехал в Нурлаты, 65 километров от Апастова до Свияжска остается 35. Я в Нурлат, конечно, заехал, хоть мечеть посмотрел. Больно уж она красивая, лично по моему мнению. Бог меня услышал на 660, на 66 километров пути сегодня еще. Я нашел тут какой-то кафе-бар Нурлат. Выглядит, блин, шикарно. Сейчас посмотрим, какие цены, может и ездить захочется. В общем, среднюю. Не подумай, может быть, возраст, не я целевая аудитория данной кафешки. Вот. Тут в основном работники Газпрома какого-то едят. И станция с замечательным именем Ал-Баба. Это подсказка то, как я планирую добраться домой. Так как метеоры в 14 уходят, ты туда билет не возьмешь заранее, я не взял, точнее. Соответственно, единственный шанс электричкой уехать с одной из станций. Вот Ал-Баба это самая первая, откуда стартует электричка. Вот. Но я хочу со станции Свияжск, Нижних Визовых. Вау, какая ляпота. Все, пойду сейчас быстренько подымусь. Болтайте. С какой стороны не глянь, вода, причем разные реки и не только. История и современность, как говорится, слились воедино. Свияжская, Успенский мужской монастырь. Маршрут следования. Монастырский музей Лавка. Никольская церковь. Да, хорошо, что здесь спокойно сегодня. Туристов много бывает. Здесь проживает и местное население, которое занимается, в основном обслуживанием туристов сейчас. Вот. Ну, интересная такая община. Вот тут можно покушать даже. Шашлык, барбекю, туда-сюда. Покататься на лошадке, как я говорил.
нет, к сожалению, времени, так бы я мог пройтись, знакомые люди даже здесь имеются. Да, вот она, Троицкая церковь, где по преданию молился Иван Грозный. Да, ее закрыли для почтения. Обещало, видимо, уже здание. Да, вот, кстати, на собор Святого Саввы похоже в Белграде. Мне прям сильно напоминает. Единственное, там белая отделка. Ну, то есть белым отделано. Здесь красный, естественно, кирпич. О, загорает, купается, тут прыгает с моста прям. Такая протока, вон детки купаются, тоже прыгают. Оп. Надо успеть попасть на электричку. Одну я, походу, уже пропустил, другая в 19:40 еще. Час-полтора ждать. Ну ладно. Ехать еще 2 километра прямо. 300 градусов тепла показывает температура. Это я больше поверю. У меня все руки снова сгорели, ноги. И тут вот одна улица вдоль этой ЖД, и все гуляют, тут ездят, резвятся. Небольшой парк около ЖД. Сейчас пойду попробую купить билеты на электричку. А в целом можно сказать, что путешествие прошло хорошо. Много позитивных моментов, узнал много этники. Особенности народов, проживающих в Западном Татарстане. Так что путешествуйте, смотрите видео на моем канале и подписывайтесь. Пока.